Вот она, обезьянка, носится. Такая. Бегает. И вот там маленькая обезьянка, совсем маленькая. Вот она бегает. Вот они, вот они, вот они. Семья обезьянок. Прям много их бегает там. Такие красивые. Ну, идем дальше. Тут вот рыбки. Вот это очень странная рыбина. Плавает интересно. Да, она всегда и плавает интересно, и вся такая, не знаю, у нее в разные стороны все это. Тут рыба с губами, с такими смешными. Ну, делает. И все в актиниях. Так. Ух ты, как тут обезьянка качается. Смотрите. Такой смешной обезьян. Вон там вторая тоже занимается на этих, на канатах. Так, тут у нас вот такие вот рыбки. Но они вот не как карпы кои, да, они вот просто более стационарные рыбки. А тут скат. Трогать только нельзя, да. Тут такой вот фонтанчик. И мне нравится, что есть орхидеи цветущие. Иди свои жми, смотри. Вот там. Что у нас? Питон. От стекла немножко отражается, плохо видно. Но вот я его вижу, вот он в серединке. Змей сложно снимать днем, потому что они спят чаще всего. И, конечно, тут обезьяны нет. Гигантская длинноногая квакша. По 7 штук. А вон сидит на деревяшке. Зелененькая, видишь? Вот зелененькая лягушечка. Да. И очень Так сложно написано. заметить. Думаете, здесь никого нет, а здесь 7 штук. Попробуй найди. Вот одну мы нашли. О, вот крокодилы. Крокодилы. Нашли крокодилов. Ура! Крокодильчики и черепахи. Черепашки. А крокодил точно живой? Живой, они просто вот такие стационарные, они не двигаются часто. Это же хладнокровное животное. Ты же изучал по биологии. У вас как раз идет изучение крокодилов. Вот здесь вот такие рыбки. Вот какой огромный полоз. Здесь видно его. Вот какой. И главное, лицом к нам лежит. Найдете его лицо? Кто нашел, тот пишет. Здоровый спичка. Тут вот должен жить орангутан. Вот они с этой стороны. Но один из орангутанов сейчас на лечении, а вот там вот видно его, орангутана. Но вот он как бы не больно-то хочет к стеклу подходить, конечно. Наверное, мы ему не очень приятны.
Ну все, можно выходить из этого дома. Так, мы идем в вольер бегемотов, вернее, в дом бегемотов. Заходим. Тут вот так вентиляция работает. И народу, конечно, много, потому что это же бегемоты. И вот он, славный бегемот. Вот такой вот. Тут очень красиво. И вот еще бегемот. Вот, красавчик. Тут есть девочки, тут есть мальчики. Да, я очень это люблю, такую мысль о том, что надо уронить. Да ты мой хороший. Ротик открываешь, кушать хочешь. Нет, поднимать не надо. Кажется, он зевнул. Не бойся. Такие, так прикольно. Думают, мы его покормим. Какой хорошенький. Симпатяшка. Еще там бегемотики. Сама себя заставь. Ребят, вы кто-нибудь сфотографируете на телефон бегемота? Потому что я-то все время на съемке. Максюш, сфотографируй. Нет, у меня такой функции. А что, Нет. я просто боюсь, что я-то точно вроде. Так ты не роняй, сфотографируй, да убери в карман. Пока он тут есть. Потому что он сейчас возьмет и плывет, и все. Не надо на увеличение, никогда не ставь. Вспышка не работает, все хорошо. Вспышка не нужна. Вот. Мне надо, чтобы когда ротик откроет еще. Видите, он уплывает. Вот, давай, фоткай. Спасибо большое. Да ты мой сладенький. Он обиделся. Ладно, пойдемте дальше. Теперь нам нужно снять слонов. Слона, у нас один слон. И жирафов. А жирафов у нас несколько. Пойдемте снимем. По-моему, он нервничает. Он думает, что Пом- ты его кормишь. Да, по-моему, он нервничает. Он думает, что его покормят, а никто не кормит, и ему неприятно. Он говорит, ну как так? Почему вы со мной так обращаетесь? Вот здесь вот летняя площадка для слона. Когда на улице тепло, слона выпускают вот сюда и делают еще и показательное кормление. Пойдемте теперь к слону. Тут есть домик его. И там живут сурикаты. То есть жирафы, слон и сурикаты. Да. С сурикатом. Да, я тоже хочу к сурикатам. Я люблю сурикатов. Есть домашние, кстати. Можем завести. Так, по-моему, кто-то сегодня хочет белок, енотов, сурикатов. Все домой завести. Лис. Да, здорово. Спасибо, сынок. Мы просто очень счастливы сейчас. Не, я всегда хочу себе животное. Ура, вы нас нашли, говорят сурикаты. Заходим. Народу здесь много. Вот. Так, не надо диктовать про запах. Слоник кушает. Симпатичный слоник. Вот лучше бы ты фотографировал. Чем, лучше жевать, чем говорить. И фотографировал бы. Мне камера плохая. Да любая. Мне вот на память любые фотографии. Я потому что все время на камере снимаю. Такой слоник. Здесь у нас жирафики. Так, сюда нельзя, цепочка. Вот они, жирафы. Вот они. Красавчики какие. Большие. Ну, вот какие жирафики. Симпатичные. А там жирафеночек стоит. Маленький. Вот он какой хорошенький. А я чуть не споткнулась о кого-то. Вот какой высокий жираф. Высокий. Большой. Теперь нам надо посмотреть сурикатов, естественно. Сурикатики. Вот они.
Сурикаты это очень хорошие животные, они мне нравятся. Но они сейчас почему-то от нас прячут. А, я понимаю, почему их приходят кормить. Все, сейчас будут кормить сурикатов. Ну какие, о какие. Вот, все, им насыпают еду. И сейчас они будут драться из-за нее, естественно. Они очень довольны сейчас. Они дождались своего часа кормления. Вот у нас уже еще и показательное кормление сурикатов произошло сегодня. Может, заведем сурикат? Ну, они же такие маленькие, они ничего не делают, они не снимают. Да у нас дома будет настоящий зоопарк, Максюш. Мы заведем и енота, и лиса, и суриката, и белку. Так много не надо, давай только Нет, только суриката. А сейчас мы к енотам подойдем. Кто у нас сейчас енот будет, да? Не, Дома появится сразу. Не, давай сурикат. Собачек мы всех соберем, и кошечек с улицы, Не, я не хочу. и лошадок. Я не хочу никого с улицы, я хочу сурикат. Все, ты уже точно хочешь сурикатов? Ну, всех заведем, всех домой. Да нет, не надо так много, надо только сурикат. Да. У нас будет... Давай сурикат. Давай, Не надо трясти камеру. По-моему, они зачем-то еду обваливают в песке. Вот не знаю зачем. Не, они пытаются ее поймать. Побольше песочка, да, у них лапки такие. Не могут поймать. Вот, и теперь на песка он будет поймать. Они тут выбирают, что послаще сначала, я заметила. То есть вот фрукты сладкие, они выбирают. Морковка не так их интересует, например, сейчас, в данный момент. Это какая-то прикольная. Давай съедем тут. Максюш, Вон ничего взвел сурикат, все хорошо. может быть, ты с ним поживешь, с тем чуваком, который завел суриката? Мы даже разрешим тебе это, попроси с ним домой. Да, 20. Пойдемте еще. Он живет здесь 18 километров от меня. 18, ну не так далеко, кстати. 280 А, 280 тоже недалеко. тысяч. А, 1000. 1000, даже земля только 40 в объеме, в обхвате 1000. Играя, помогаешь зоопарку. Вот, играя, помогаешь зоопарку. Ребенок, ну-ка, запускай монетку, я ничего не знаю, ты помогаешь зоопарку. Почему бы не поиграть, если ты помогаешь? Вот жираф смотрит на тебя с упреком. Вот ничего. Вот, молодец, играй давай. У меня тоже есть монетка, сейчас я отпущу ее. Минус 5 рублей. Так. У меня 10 есть. 10. Желание загадаем. Какое желание загадывать? Так, Владимир Николаевич 2 пустил. Тадын, тадын, тадын. А я загадаю желание. Да я сама хочу. Вот сюда надо, оказывается. Все, покатилась моя монеточка. Покатилась. Сейчас я ее поймаю. Ну, я сразу не сообразила, как надо, но зато у меня все получилось, и мое желание обязательно сбудется. Так. Теперь идем. Выходим. Так. День все больше становится солнечным, и мы идем к енотам наконец-то. К енотам и потом на выход из зоопарка. Мы провели очень много часов здесь, очень много чего повидали, и сейчас уже готовимся к тому, чтобы выходить отсюда. Сколько стоит сурикат вообще? Да не знаю, сколько стоит сурикат. Сколько он может стоить? У моего ребенка идея фикс теперь. Он хочет суриката. Ну, как и каждый ребенок, который видит различных животных, он всех их хочет к себе домой. Вот здесь вот фонтан в зоопарке. То есть он с 1 мая начинает работать. Очень красивый фонтан. Ладно, я сам Высокий куплю, до неба прям. А вот здесь администрация зоопарка. сам куплю себе сурикат иногда. Вообще в администрации зоопарка есть такой зал специальный со сценой. Можно здесь организовать день рождения, выпускной и даже свадьбу, если хочешь. Вот. У меня еще есть одна
просьба подойти вот к этому памятнику. Памятник директору зоопарка, который был самым первым директором в данном зоопарке. Вот. Нет, там Маугли. Вот такой вот памятник. Вот самому первому директору зоопарка Герману Клаассу с барельефом на постаменте. 1913 год. Подлежит государственной охране. И здесь изображен мальчик. И вот с такими вот животными дикими. Вот. И сбоку сам этот директор. Вот не откручивай его, там цензура. Вот так. И идем дальше. Теперь уже к енотам. Вообще в зоопарке очень интересная военная история. Здесь после войны осталось всего 4 животных. 4 животных было. Владимир Николаевич, не помнишь какие? Я помню, что был, по-моему, бегемот, барашек, да? Да. И еще 2. Вот кто? Я тоже не помню. По-моему, было вот именно... Я знаю точно, что 4 животных. И когда русские вошли в город, было письмо отсюда, чтобы поставляли провизию для животных. Ослик, вспомнила. Ослик, бегемот. Вот какой-то как типа барашек, что ли. И еще кто-то, вот так. Но ослик точно был, и бегемот точно был. Вот они выжили как-то. Бегемота звали, по-моему, Ганс. Да? Как сейчас помню. А я помню. Но история очень интересная. Я со слезами читала эту историю. О том, как наши военные просили провизию. Наши военные просили у других военных провизию для животных, причем постоянную. И там были рис, еще что-то. Прям список был. Чтобы... Да, то есть овощи там, фрукты. Вот тут вот у нас кенгуру. Сейчас подойдем поближе. И еще и страусы. К ним тоже подойдем. Вот. Вот кенгуру. Сейчас мы их поближе снимем. Зайдем к кенгуру? Не, заведем. Заведем? Конечно, нам очень нужно завести кенгуру. Едь в Австралию. Не, что? Может быть, да, поедешь в Австралию просто, поживешь в Австралии. Я не хочу кенгуру. Я тут недавно видела в Инстаграме съемки, как человек просто идет по Австралии и мимо просто скачет кенгуру. Все просто. Такой мускулистый кенгуру довольно. Тут живут страусы. Опа, уже нет. Хозяйственная зона, проход только для персонала. Где же страусы? Слева, да? Их туда вольеры перенесли. А вот зебры стоят. Надеюсь, их видно хоть немножко. Полосатенькие, вот они, попки торчат. Ну ладно, тогда пойдемте дальше. Вообще очень сложно обойти за один день даже зоопарк. Где бы ты... Сколько бы ты ни обходил зоопарк, где-то ты все равно не побываешь. Да, около птиц, например. Мы всех птиц прошли. Не, павлины. Павлины? Ну ладно. Павлины, орлы. Павлины, орлы. Может быть, мы и не побывали, действительно. Но мы уже тоже устали, несколько часов ходим. Мы же человеки. Мы устаем. Тоже животные. Человеки тоже животные. Ну да, организм похож. Нужен воздух, нужна вода, еда. Есть кожа, кости, мясо. Действительно, очень похоже все это. Да? Сейчас подойдем, снимем енотиков. Мы вначале сняли и в конце про енотов будем смотреть. Вот они, красавчики. Надо только немножко с той стороны, тут солнышко мешает. Я пойду с той стороны, сниму енотов. Потому что солнце мне не даст их снять по-нормальному. Я только могу от солнца снимать, камера не настроена на это. Вот так. Сейчас
Сейчас обойдем. Вот нам, когда мы зашли в зоопарк, прям повезло. Еноты были совсем вот близко. А сейчас их сложно поймать. Вон они. Вот они. Привет, еноте. Людей немного поспали. Так. Остальные даже спрятались куда-то. Не, они просто с той стороны. С той стороны, пойдем посмотрим. Там Мне главное... Нет, я же буду спиной к солнцу стоять. Вот они, енотики. Вот их видно. Игра «Найди енота». Вон у него голова из пня торчит. Так смешно. Вылазит, вылазит, вылазит. Вот они, вот они. Да, хотел бы я стать енотом. Ну, началось. То он завести его хочет, то теперь им стать. Хотите ли вы, товарищи, стать енотом? Расскажите нам о своих ощущениях. Хотите ли вы енота домой, который разнесет весь ваш дом? Или хотите ли вы стать енотом? Или суриката, который выроет нору до 3-го этажа вниз? Ну, и смотря какой пол. Если в своем доме, то просто на 3 этажа вниз, только в землю. Ну почему он может не прорыть пол? Я шучу же. Он совсем худой. Худой енот. Да. Тут енотики довольно толстенькие. Ну вот этот самый худой, по-моему. Ну да, худоват. Может, самочка? Потому что эти прям холеные еноты такие. Да, жаль, они на задние лапы не встают сейчас. Но ты даже, вот я помню, фотографировал, Да. у тебя была фотография, как они все выстроились и встали на задние лапы. Это было очень смешно. Да, на телефон сейчас стерся. Ну, у меня она где-то, эта фотография, по-моему, даже есть. Ну, стерся телефон. В альбомах. Тогда. Хорошо. Все, мы выходим. Сейчас пойдем пить кофе лучше. Всем пока, до новых встреч. Пишите.